В нашем фильме мы собираемся рассказать о Венгрии, точнее, о той ее области, которую можно назвать Венгерской Аланией. По-венгерски она называется Ясшак, то есть округ Ясов. Слово «ясы» — это старое славянское и венгерское название аланов. Страна Алания расположена в самом центре Кавказа. Алания или Осетия — это родина одного из немногих народов древности, которому удалось сохранить до наших дней свои идентичность, родной язык и культуру. Легкие на подъем и открытые миру аланы оставили исторический след во многих странах Европы и Азии. Культурное и языковое наследие древнего народа давно превратилось в объединяющий символ общей евразийской истории. История отношений аланов с венграми похожа на рыцарский роман с авантюрными встречами и долгой памятью, вполне заменяющий ненужные расставания. Продвинувшись в степи между Волгой, Доном и Кавказом, венгерские племена на несколько веков стали соседями Алании. Особенно тесными были алано-венгерские связи в VIII и IX веках, как раз перед уходом венгров на запад, в Дунайские земли. В народном предании о происхождении венгерского народа говорится, что родоначальниками венгров были два брата – Хунор и Магор, которые женились на дочерях аланского князя по имени Дула, и от этого брака произошел венгерский народ. Политические и культурные связи с аланами отразились и в венгерском языке, который заимствовал из аланского языка несколько десятков важных хозяйственных и социальных терминов. В том числе такие слова, как «Аладар» — военный вождь, «Ашсон» — госпожа, «Легень» — юноша, «Езуст» — серебро, «Карт» — меч, «Верт» — щит, «Ювек» — стекло, «Хит» — мост. Будущая Венгрия когда-то была Паннонией, самой крупной римской провинцией на Дунае. Она имела особое стратегическое значение для Рима из-за соседства с беспокойными варварами и одновременной близости к Италии. Но в начале V века слабеющие римляне оставили Паннонию, и по ее землям прошли, воюя друг с другом, многие племена и народы. И только венграм суждено было остаться здесь навсегда. В конце IX века они сделали эти плодородные равнины своей родиной. Здесь, на Дунае, состоялась вторая встреча венгров с аланами, теми, кто поселился в Паннонии еще в римское время, в эпоху великого переселения народов. Недавние открытия археологов подтвердили, что старые аланские поселения Паннонии дожили до прихода венгров и создания Венгерского королевства. В 1235 году
В далекой Монголии на Курултае вынесено знаменитое решение обратить победоносный меч на голову русских и аланских вождей, поставивших ногу состязания на черту сопротивления. Судьба Руси и Алании была предрешена. Их погрязшие в междоусобицах правители не могли противостоять нашествию. Через год начался монгольский поход на запад. Прошло еще 2 зимы, и в 1238 году завоеватели вторглись в аланские земли. Давно замечено, жизнь человечества легко укладывается в несколько сменяющих друг друга вечных сюжетов. И начало нашего рассказа — это сюжет изгнания и бегства, история скитаний и поисков обетованной земли взамен потерянной или гибнущей Родины. Не сохранилось детальных описаний, и мы не знаем драматических обстоятельств, при которых 10-тысячная аланская община навсегда покинула родину, чтобы уйти на Дунай вместе с 40-тысячной половецкой ордой. Скорее всего, половцам и аланам, бегущим от монгольского насилия, венгры предложили свои условия. Из того, что беженцев, прибывших в Венгрию в 1239 году, встречал на границе сам король Бела IV, можно заключить, что гости не были нежданными. Половцев или кипчаков в Венгрии называют кунами, аланов — ясами. Половецкие поселения составили куншак, аланские — ясшак. Видимо, уже в XIII веке ясы и куны обосновались на тех землях, которые в наши дни занимают их потомки. Венгерские короли Бела IV, а затем Ласло IV, наделяя недавних гостей землей и привилегиями, имели ясную цель — расселить военнообязанных союзников на опасной восточной границе. Ясов упоминали вместе с кунами, но сначала предполагали, что они пришли в Венгрию с Балкан. Это не удавалось определить исторически точно и вызывало много споров. Поэтому нужно было начать раскопки, чтобы найти достоверный материал. Сейчас мы знаем гораздо больше. Раскопки доказали, что ясы пришли вместе с кунами, а их культура связана с Кавказом, точнее, с Осетией Аланией. Слово «ас», которое в нашем языке звучит как «яс», это и есть название аланов. Все окончательно встало на свои места, когда был обнаружен ясский глоссарий 1422 года, подтвердивший, что венгерские ясы и кавказские аланы говорили на одном языке. Археологический материал тоже переносит нас на Кавказ. Я могу показать в экспозиции предметы, которые находят аналогии на Кавказе, в том числе, например, особенности вооружения и деталей ясского костюма. В восточной одежде большую роль играл пояс. Ясы не просто подпоясывались. На пояс они надевали необходимые предметы быта: игольник, кинжал, кисет, кошель, кнут. Иглы в Венгрии были дефицитом. Они распространились вновь с приходом ясов, которые обычно держали их при себе. Игла — это ценный, редкий предмет. Чтобы она не потерялась, ясы носили ее вместе с костяным наперстком в футляре цилиндрической формы. В случае надобности иглу вытягивали на резинке и потом опять прятали. Европейцы не носили таких игольников. Бытовые предметы, найденные при раскопках, дают информацию о времени прихода ясов в эти места и о том, что это отдельный народ, совершенно новая группа населения. Ясы были необыкновенно суеверны. Множество амулетов, талисманов мы нашли при раскопках. Среди них лапка зайца, позвонок рыбы, но больше всего раковин каури. Все это предметы, которые, по их убеждению, должны были помочь на том свете и облегчить возрождение. Они верили в загробную жизнь и в повторение земной жизни.
С древними религиозными представлениями и обрядами, известными еще со скифских времен, связывают и легенду о сигнальном роге ясского вождя Лехеля, который хранится в музее города Ясбериня. Рог Лехеля – самая большая реликвия для ясов. Ясберень даже называют городом Лехеля. Я держу в руках копию фотографии, сделанной в 1931 году. Эта фреска, написанная для нас неизвестным художником в начале XX века, украшала здание мэрии. Здесь изображен вождь Лехель, убивающий сигнальным рогом германского императора. Ясы гордятся подвигом своего вождя. Это фрагмент той большой фрески, которая украшала здание мэрии, но не сохранилась в натуре. К сожалению, она осыпалась от времени. С одной стороны стоят венгерские вожди. Вот они слева. С другой стороны приближенные императора. По преданию, потерпев поражение от германской армии, 3 вождя были взяты в плен и приведены к императору. Один из 3 и был Лехель, возглавлявший ясов. Император спросил, почему они так жестоки к христианам. Пленники отвечали: «Если мы прекращаем преследовать вас, вы захватываете и убиваете нас. Так знайте же, что мы – это возмездие Господа, наславшего на вас бич Божий». Грозный император предложил им самим выбрать способ казни. Лехель ответил, что, делая последний выбор, он должен протрубить в свой рог. И они принесли ему рог. Но прежде чем трубить, Лехель шагнул к императору и с такой силой ударил его по голове, что рог треснул, а император свалился замертво. При этом Лехель сказал: «Ты пойдешь передо мной, чтобы стать моим слугой на том свете». Ученые давно заметили, что эта формула звучит совсем как осетинское посвящение покойнику. Научными исследованиями установлено, что рог длиной 43 сантиметра, искусно вырезанный из слоновой кости, был сделан в Киеве в XII веке. Средневековые русские мастера украсили рог сюжетными сценами в стиле византийского декоративного искусства. Предполагается, что рог был подарен одному из аланских предводителей в ходе русско-аланских связей. Так что аланы, переселившиеся на территорию Венгрии, принесли его с собой. Изображение рога Лехеля и сегодня красуется на административных и частных зданиях и как главный символ используется на гербах, знаменах, печатях Ясшага. Как главная реликвия народа он был символом власти ясских военных предводителей. В особо торжественных случаях рог преподносили почетным гостям и использовали для питья. В центре Ясбериня установлен монумент памяти предков. Капитан-предводитель ясов в традиционной одежде. На памятнике надпись: «Нашим предкам ясам за самоотверженно принесенные жертвы от их потомков». На постаменте гербы всех ясских поселений Ясшага. Их 15. Яс-Аго, Яс-Сен-Андраш, Яс-Арок-Салаш, Яс-Якохалма, Яс-Фейнсару. Ясберень, столица венгерской Алании. В Ясшаге есть и второй город — Ясапати. Рассказывают, что когда-то между двумя городами шло негласное соревнование. Ясберень навсегда закрепил свое первенство, когда превратился в промышленный центр Ясской области. Ясы расселились по плодородной равнине, по которой медленно несут свои воды 2 небольшие речки — Задьва и ее приток Тарна. Традиционная география Ясшага построена по обычной осетинской схеме, непонятной для окружающего населения. В верхнем течении Задьвы живут верхние ясы, в нижнем течении — нижние ясы. Пересекая город Ясберень,
Задьва и в городской черте производит впечатление первозданности, а в загородных лесах, кажется, ничего не изменилось со времен ясского переселения. Только дичи стало меньше, и реже раздается звук охотничьего рога. Венгерские историки, описывая средневековое общество ясов, подчеркивают его близкое сходство с социальной организацией осетин. Точно так же, как когда-то в Алании и Осетии, ясская община состояла из родственных объединений, фамилий, которые в свою очередь разделялись на отдельные семейства. Войдя в сословную систему феодальной Венгрии, ясы сохранили собственную структуру общества. Этому способствовали и полученные от венгерских королей привилегии, и общая ориентация ясов на военную службу. Их знать, руководившая свободным простонародьем, не могла превратиться в помещиков хотя бы потому, что среди ясов не было крестьян. Каждый имел достаточно земли и крепкое собственное хозяйство. Ясы считались подданными самого короля, который наделил их землей и даровал самоуправление. Их обязанностью была служба в армии, и подати они платили непосредственно королю. Поэтому прежняя элита превратилась в капитанов, которые, кроме всеобщих привилегий, имели личное, поименное дворянское звание. Простые ясы также пользовались привилегиями, и хотя не были дворянами, никак не зависели от своих капитанов. Переселившись в Венгрию, ясы попали в иную культурную среду и в систему торговых связей феодальной Европы. Они выбились из прежних устоявшихся отношений с окружающим миром и должны были приспособиться к совершенно новым условиям. Как бы они ни пытались сохранить свою культуру, они не могли сохранить ее в прежнем виде. По раскопкам видно, что до конца XV века ясы пытаются сохранить свою самобытную культуру. В XVI веке они уже не отличаются по археологическим признакам от окружающего венгерского населения. Но и после этого более 2 столетий они сохраняли традиционный аланский национальный костюм. Чем они отличались, так это одеждой. Они остались верны своему национальному костюму и носили ясские кафтаны, похожие на бешметы. Еще в XVIII веке ясы добились права носить свой национальный костюм. Это их право включено в закон, изданный в 1778 году. В XVI веке ясы еще сохраняли свой язык, но, к сожалению, почти не осталось информации об этом. Единственное свидетельство, которое мы имеем — ясский глоссарий. Ясский глоссарий — это ученое название краткого словаря, который был помещен на обороте судебного документа, составленного в 1422 году. Словарик, в котором около 35 слов, должен был помочь чиновнику XV века понимать речь ясов. В него включено приветствие «дабун хорш», то есть «добрый день», а также названия домашних животных и птиц, зерновых культур, продуктов питания, кушаний и напитков. Найденный в Венгерском государственном архиве, этот словарик рассеял последние сомнения относительно происхождения ясов, а особенности их языка позволили утверждать, что пришли они именно с Кавказа. Это тоже важно, потому что в те времена аланские группы жили и ближе к Венгрии, например, на Балканах или в Крыму. Пришедшие в Венгрию кавказские аланы были православными христианами. Это еще раз подтвердили раскопки средневекового аланского поселения неподалеку от современного ясского села Яздожа. Венгерские археологи во главе с Ласло Шелмицей открыли там руины 2 церквей XV века и более 700 погребений, совершенных по христианскому обряду. Наиболее ранние из них относятся к XIII веку, то есть ко времени прихода ясов в Венгрию.
время, вот могильник, если точно определить, это 13-й, 14-й. 13, 16. До 16-го могильник занимает. Most tudjuk a kutatásokból például, hogy Известно, что в VI веке осетины через Византию приняли христианство. На территории Осетии было построено множество храмов. И хотя ясы пришли в Венгрию православными христианами, они вынуждены были принять католическую веру, потому что православных ясов здесь считали язычниками. И орден францисканцев посвятил их в католическую веру. Это произошло в 1472 году, и Папа Римский их благословил. В память об этом построен храм Ференцешек в Язберене. Храм святого Франциска в Язберене построен ясами в честь принятия католичества, в благодарность монахам-францисканцам. Этот храм XV века напоминает о сложной религиозной истории венгерских ясов и в то же время остается памятником ясской верности однажды сделанному выбору. В отличие, например, от кунов, которые стали протестантами, ясы по-прежнему католики. Исторические причины консервативной твердости очень характерны для ясов. Во-первых, католичество подчеркивало их гордую верность венгерской короне, и, во-вторых, служило надежным обоснованием для привилегий. Впрочем, аланская религиозная традиция оказалась слишком сильна, чтобы окончательно слиться с католичеством. Обвинения в ереси или язычестве и в Венгрии кажутся аланам предпочтительнее, чем скучное подчинение поповской рутине. Декоративная колонна в честь святого Георгия, установленная на центральной площади, и рядом стела с полным перечнем лиц, участвовавших в возведении колонны. Вот он, несомненный и легко узнаваемый ясский стиль естественной религиозности. Как вы думаете, чьим именем называется это селение? Ну, конечно, его название Ясалшо-Сандьерт означает «Святой Георгий Нижних Ясов». И храм здесь посвящен святому Георгию. И летний праздник святого Георгия совпадает с праздником осетинского Уастерджи в священной роще Хетага. Из 15 ясских селений Яшшага 3 называются именами святых. Понятно, что такую традицию именования народ создает и сохраняет лишь в случае особого почитания конкретных святых и особого значения посвященных им храмов. 2 селения носят имя святого Георгия. Второе селение его имени принадлежит верхним ясам. Это Яс-Фелшо-Сандьерт. В мире много народов и стран, считающих святого Георгия своим покровителем. В том, что здесь не случайное совпадение, а старая аланская традиция убеждает имя второго святого, также увековеченного в названии ясского селения. Это имя Яс-Сент-Андраш, ясский святой Андрей. Андрею Первозванному, первому из учеников Христа, посвящен здесь сельский храм. Установленная перед храмом статуя, изображающая апостола, появилась недавно, после изменения политического строя в Венгрии. Как и колонна святого Георгия, изображение святого Андрея, намеренно стоящего на земле, призвано выразить особые чувства верующих. Образ Андрея Первозванного в качестве любимого народного святого может показаться неожиданным, но только на первый взгляд. Венгерские аланы-ясы, в отличие от кавказских аланов-осетин, не имели перерывов в церковной традиции и, скорее всего, продолжают каноническую линию изначального аланского христианства. Как известно из церковной истории, святой апостол Андрей Первозванный первым дошел до Алании с проповедью Христовой веры. Еще один яркий образ аланской религиозной традиции –
святой Вендель, покровитель пастухов и стад. Венгерские исследователи давно установили, что для ясов в образе этого католического святого воплощен аланский Фалваара. Изображение святого Венделя с барашками очень популярны в Ясшаге. Статуей, изображающей святого Венделя, можно полюбоваться в селении с замечательным названием Ясбалдакхаза. В переводе с венгерского «Счастливая родина ясов». А этот живописный образ – часть росписи францисканского храма в Ясберине. По бокам фигуры сыродела и пастуха, как указание на важнейшую отрасль хозяйства, вверенную покровительству почитаемого святого. Скотоводство и земледелие – традиционные занятия венгерских ясов. Высокая культура аланского плужного земледелия была замечена сразу же, как только ясы обосновались в Венгрии. Особые привилегии, полученные ясами от венгерских королей, позволяли вести надежное и эффективное хозяйство. Во все времена Ясшаг отличался рекордными объемами сельскохозяйственного производства. В XVI веке, например, ясы владели такими площадями земли и таким количеством тяглового скота, какими в венгерских помещичьих селах обладали немногие богатейшие крестьяне. Земельные наделы ясов намного превышали крестьянские участки, при этом под пашню ясы отводили лишь малую часть своих земель. Самая значительная площадь оставалась для животноводства, в том числе овцеводства, совершенно не характерного для других областей Венгрии. Сегодня ясская кухня мало отличается от общей венгерской, но любой гурман с удовольствием расскажет вам о приверженности ясов баранине, без которой не обходится ни одно торжество, о предпочтении тесту и небольшой любви к картофелю, наконец, о ясском молоке, которое возят в Будапешт, потому что только из него получается хорошая простокваша. Вам расскажут и о том, что ясы, воины, скотоводы и землепашцы никогда не любили торговлю. До середины XX века Ясшаг можно было назвать аграрным регионом. Ясы занимались земледелием и связанными с ними промыслами. Разводили овец и крупный рогатый скот, занимались ремеслами, связанными с обработкой кожи. Ясы первыми начали шить шубы из бараньего меха прекрасной выделки. Ясские тулупы с вышитыми узорами носили звезды Голливуда. Ясы умело разводили и обрабатывали птицу. На Рождество здесь едят индейку. Это тоже специфическое ясское блюдо. Когда в Ясшаг пришла промышленность, ясы старались объединиться, выделиться в особую группу. Для этого, например, названия предприятий связывались с именем Лехеля. При этом частные хозяйства были более успешными, чем государственные. Ясы очень настойчивые, хваткие, упорные руководители. Еще в социалистические времена из их числа вышли успешные предприниматели, выросли лидеры селений, директора заводов, получавшие государственные награды. В 8 километрах от Ясбериня среди лесов и полей расположился хутор Уэрдио. Его хозяин – коннозаводчик Золтан Фюлле, продолжающий вековые традиции предков. Вот осетинок. Да, ничего. Спасибо. А это фильм о жизни горцев осетин. Посмотрите. Nagyon szuper. Nagyon szuper. Szenzációs. Тут вот, видите? Gyönyörű. Я родился в Ясшаге и живу здесь.
Не могу проследить свою генеалогию вглубь веков, но все предки, о которых я знаю, например, мои прадеды, жили здесь. Они были земледельцами и скотоводами, занимались другими ремеслами. Но всегда мы были связаны с природой. 5 лет назад перебрался на это место. Здесь я нашел то, что мне было нужно. Прекрасную природу, благодатную землю. Ясшак занимает большую территорию. Наши предки занимались военным делом и служили королю. Они были конными воинами и прекрасными лучниками. Слово «яс» даже созвучно названию лука. По-венгерски он называется «ияс». Ясы получили эту территорию от короля Венгрии. Ясы поселились здесь и построили укрепления. Позже нас пытались продать вместе с землями, и мы очень гордились, выкупали себя на протяжении истории, собирали огромную сумму и выплачивали за свою свободу. Жить независимо, вести собственное хозяйство и добиваться успеха — это типично для ясов. Еще один вечный сюжет и продолжение нашего рассказа. Это история верной службы и невосполнимых потерь, строительство чужой крепости, ставшей родным домом, и нескончаемая борьба за достоинство и свободу. Главный документ, который объединяет всех жителей Ясшага, это договор о выкупе, по латыни «redemptio». Королева Австро-Венгрии Мария Терезия продала нашу землю немецким рыцарям. И в 1745 году ясы, защищая свои права и свободу, объединились и за огромную сумму, 500 000 серебряных талеров, выкупили земли у немецких дворян, фактически выкупили свою свободу. Ясы всегда были свободолюбивым народом, и память «Редемпцио» до сих пор живет в нашем сознании. Хотя с того времени прошло почти 300 лет. Мы до сих пор продолжаем традиции тех времен. Ясы защитили свое право на самоуправление и единство, символом которого была должность предводителя всех ясов. Он назывался Яс-капитан, капитан ясов. Первые сведения о ясских капитанах относятся к концу XIV века. Слово «капитан» происходит от латинского «капут» — голова. Сегодня оно больше известно как воинское звание, а в те времена так называли местных руководителей, которые управляли народом в мирное время и командовали ясской кавалерией на войне. На центральной улице Ясбереня в уютном сквере стоит храм Богоматери, по-венгерски Сен-Бол-де-Кас, Святой Счастливой Девы. С XVIII века в скрипте этого храма хоронили ясских капитанов. Несколько лет назад, отмечая юбилей Редемпцио, ясы решили увековечить память капитанов прошлого и избирать своих капитанов вновь. На набережной Задьвы разбит капитанский сад, в котором каждому предводителю минувших веков установлен памятный камень. В 1995 году мы собрались впервые на 250-летнюю годовщину Редемпцио и установить традицию ясских капитанов. Конечно, это совсем иная форма, чем была когда-то. Нынешнее капитанство — это прежде всего традиция. И наши задачи, естественно, гораздо скромнее прежних. Капитан выбирается ежегодно, попеременно из каждого селения. Я 13-й по счету капитан и выбран из 13-го по списку селения. Так это и ведется по кругу. Капитан представляет объединение ясов на различных мероприятиях культурного и научного значения. В этом качестве я участвую и в нынешней конференции. Капитан олицетворяет единство ясов области Ясшак. Поскольку мы находимся в мэрии Ясбереня, я хотел бы показать городской герб и знамя Ясбереня и венгерский национальный флаг.
У меня нет никакого рыцарского звания, никакого воинского ранга, но моей наиважнейшей миссией является сохранение традиций. Кому-то покажется, что такое капитанство имеет характер игры. На самом же деле оно является символом сохранения традиций. Как говорится, игра для детей — это искусство, а искусство для взрослых — это игра. В зале городского собрания Язбереня гербы и знамена. На стенах портреты великих государственных деятелей. Этот небольшой и уютный зал устроен по образцу парламента Венгрии. В нем витает дух подлинного самоуправления. Хочется представить, как для решения общих дел собирались когда-то представители ясских общин. Высший орган управления, ясский нехаш, по-венгерски назывался салаш, а его члены — салаш-капитаны. Молодой мэр Язбереня, доктор Йожеф Гедеи, член венгерского и европейского парламентов. В Будапеште он любезно пригласил нас в парламент Венгрии и спросив для гостей из Осетии не всем доступное разрешение на съемку. Здание парламента построено во второй половине XIX века. Из двух его залов сегодня используется один, потому что парламент новой республиканской Венгрии однопалатный. Аристократическая верхняя палата была упразднена социалистической революцией. В центральном холле парламента выставлена главная святыня Венгрии, символ ее государственности — древняя корона венгерских королей. Ее обладатели сумели сделать эту землю родиной для аланских беженцев с далекого Кавказа. Этой короне служили, ее покровительством дорожили храбрые ясы. Сменялись династии, изменялась политика, менялся облик Венгрии. Ясы никогда не изменили обязательствам своих предков. Ясы веками поставляли венгерскому правительству воинов. Ясская кавалерия внесла заметный вклад в военную историю Венгрии. Гусарские части, возникшие в 15 столетии как венгерская дворянская конница, в следующие века получили распространение и в других странах, где гусарской формой оставался венгерский национальный костюм. Вспомните, например, гусарские венгерки и ментики в русской армии. Заимствования не помешали славе венгерских гусаров, которая дожила до начала XX века. Традиционный цвет ясов — зеленый. Ясского гусара отличал зеленый кивер, форменный головной убор. Гусарская кавалерия начиналась с дворянского конного ополчения, вполне подходившего для благородных ясов. Впрочем, и после XVII века, когда гусарские полки стали набирать по правилам регулярной армии, ясы служили в них только офицерами. В Будапеште в военно-историческом музее хранятся гусарские реликвии. Там же хранится грандиозное полотно «Гусары в атаке» выдающегося венгерского художника-баталиста Пала Ваго, который был яс, родом из Ясапати.
Картина удостоилась золотой медали на Всемирной парижской выставке 1900 года. Рассказывают, что Паол Ваго строго держался ясских обычаев. Он умер в 1924 году, и ясы хоронили его со всеми почестями, по древней традиции, на повозке, запряженной 6 быками. У ясов очень структурированное общество, сложившееся под влиянием воинской иерархии. Военные традиции перенесены из прошлого в сегодняшнюю жизнь ясов. Они все еще прислушиваются к голосу вождя. Это тоже пришло из военного прошлого. Хотя предводители сейчас выбирают скорее по экономическому положению, но, как прежде, из семей, принадлежащих к одному клану. Близкие родственники держатся друг за друга. Перед серьезным решением советуются. Например, перед выборами семья обязательно обсуждает, кто из кандидатов им больше нравится и лучше подходит для выборной должности. К нашим особенностям очень трудно приспособиться людям, которые попали сюда позже, чем ясы. Эти поздние неясские селения считают нас в буквальном переводе людьми с холодной подмышкой, потому что ясы, хотя и могут быть импульсивными, всегда стараются сохранить достоинство и предпочитают сдержанность. В ясских семьях с детского возраста приобщают к ясским традициям. Это тоже идет из прошлого. Конечно, и Ясшак стал жертвой глобализации. Однако соблюдение ясских традиций пользуется большой популярностью. Ясы по-прежнему сохраняют свое лицо и этим вызывают уважение. Главный центр ясского культурного движения и одновременно научного изучения ясов — Ясский музей в Ясберине. Его директор — отзывчивая, скромная и очень энергичная Эдит Бато, талантливая исследовательница народной культуры и подвижница ясского возрождения. В музее собрана богатая коллекция ясских древностей, предметов быта, костюмов, подлинных гравюр, фотографий и документов. Ясский музей публикует научные исследования и совместно с городскими властями организует представительные научные форумы. Нам посчастливилось побывать на одном из них, собравшем видных ученых Венгрии. Конференция «Роль женщины в сообществе Яскуншага» проходит в конференц-зале мэрии. Председательствует Эдит Бата. Ясский капитан приветствует и благодарит собравшихся. Затем начинаются заседания с чтением научных докладов и обсуждением. Доклад известного венгерского историка Ласло Саба называется коротко и ясно «Осетинская женщина». Ласло Шелмице выступил с докладом «Средневековая ясская женщина по материалам археологии». Конференция длилась 2 дня. Вот темы нескольких выступлений. Кто был хозяином в доме в XVIII веке? Женские измены и другие пороки в XVIII-XIX веках. Авторитет и роль женщины в XIX веке. Распорядительницы конференции в ясских платьях встречают гостей, в перерывах угощают чаем. Платья они шьют сами и по велению сердца помогают организаторам конференции. Надевать по праздникам народную одежду престижно и модно. Чтобы помочь ясским дамам, Эдит Бато даже издала книгу о ясском платье, приложив к ней необходимые выкройки. В последние годы возродилась мода на ясскую вышивку. Сохранение народных художественных традиций
заслуга этой выдающейся женщины. Еве Миши сейчас 86 лет. Она объединила вокруг себя и научила старинному ясскому ремеслу десятки вышивальщиц. Дважды в неделю женщины собираются, чтобы совершенствовать свое мастерство. С обработкой кожи, с ремеслом скорняков было связано народное искусство. Только в XIX веке начали вышивать на ткани. До того времени у ясов была только вышивка на коже. В Ясберене работали около 130 скорняков, которые выделывали кожу и шили дубленки. А в XX веке, когда в Ясшак пришла промышленность, начали забывать скорняцкое ремесло, теперь оно стало ненужным. Лишь в сотни километров отсюда, на севере, это ремесло сохранялось дольше, чем в других местах. Для ясов характерно экономное обращение с изделиями из кожи. Когда шуба изнашивалась, ею накрывали животных или использовали как подстилку для скота. И все же, к сожалению, даже для музеев не осталось образцов. Слава богу, исследователь народных рисунков доктор Иштван Дерфи успел собрать эти узоры и все рисунки сдал в музей. Мой дед тоже был скорняком, и я, к счастью, много от него узнала. В Венгрии получила распространение вышивка на ткани, поэтому и мы попробовали перенести узоры ясов на ткань. Мы занимаемся этим 30 лет, и сегодня уже можем сказать, что овладели этим искусством. Нам хотелось сохранить эти узоры, ведь сейчас шубы редко украшают вышивкой. Национальные цвета вышивки венгерского народа либо только белый узор, либо разноцветие. Ясский же цвет – зеленый. Мы очень хотим, чтобы ясская молодежь сохранила для будущего свое искусство. Ясское прошлое со всеми его потерями и славой – исторический урок не только ясам, но и аланам осетинам. Может быть, в самом важном смысле венгерские ясы прожили альтернативную аланскую историю. Историю предупреждения. Историю, способную помочь древней родине их предков оглянуться на себя. Не растерять то единственное богатство, которое сохраняет народы и делает их равными, независимо от численности и территории. Ясы утратили свой язык к концу XVI века. Куны продержались дольше. Они говорили на родном языке до XIX столетия. Да, ясы сохранили свою свободу и привилегии, но утрата собственного языка оказалась главной и невосполнимой потерей, определившей и дальнейшую судьбу ясов, и место их в истории Венгрии. Потомки аланов, в XIII веке потерявших Кавказскую родину, через 4 века забыли родной язык и должны были стать частью венгерского народа. Культура нынешних ясов в корне изменилась. Язык исчез. Но у ясов осталось этническое самосознание. И ученые спорят о причинах этого явления. Объясняется ли это тем, что они всегда пытаются защитить свою автономию, или этому способствовали их привилегии? В любых обстоятельствах ясы считали очень важным сохранить свое самосознание. Сначала это удавалось потому, что когда они пришли сюда, их было немало. Потом они, конечно, перемешались, и, наверное, сейчас уже нет чистокровных ясов. Но они по сей день пытаются сохранить свое ясское начало и даже настолько повлияли на соседние неясские поселения, что те тоже стали ясскими. И теперь сами заявляют о себе как ясские села. Такое сильное самосознание, которое влияет на окружающих, можно считать чудом. Потеряв свой язык, растеряв какие-то другие качества, они все равно, только за счет этнического самосознания, сохраняются, влияют на других и очень твердо отстаивают свою этническую принадлежность.
После выхода Венгрии из социалистического лагеря стали возможны новые формы культурной работы. Было создано Ясское общество. Его председатель, доктор László Dobos, живет в Будапеште. Egy barátom megkérdezte tőlem egyszer, hogy milyenek azok a jászok. Mondtam, hogy nézd rám. Так выглядят все ясы. Они темноволосые, зеленоглазые и поджарые. Еще называют нас люди с холодными подмышками. Мы тяжело сходимся с людьми, держимся особняком. Но кого принимаем, с тем дружим до конца. В основном ясы живут на территории Ясшага, но те, кто живет в других местах, тоже считают себя ясами. И очень важно было объединить всех. Мы проводим конференции с докладами о культуре и быте, экономическом развитии и сегодняшнем положении ясов. Собирается большая аудитория. Недавно приезжал эгерский епископ с докладом о римско-католической религии и ясах. Конечно, среди нас есть и неясы, которые приобщились к нашему обществу, и мы их сердечно принимаем. Если они чувствуют себя хорошо среди нас, ясов, мы очень этому рады. Для нас очень важно объединить как можно больше людей, чтобы сохранить нашу духовную родину. У нас есть и фонд, который помогает нам осуществлять наши планы, финансирует различные проекты, например, издание нашего альманаха. Основатель фонда — самый богатый человек Венгрии, генеральный директор крупнейшего банка нашей страны. Это яс Шандор Чани, который никогда не забывает о своем происхождении и каждую неделю ездит к себе домой в Ясшаг, в селение Ясарак-Салаш, где живут его родители. Яс всегда стремится завоевать вершину, но это не аморальное стремление к власти. Просто у ясов есть особая способность к тактике, поэтому среди них много высококвалифицированных интеллектуалов, занимающих высокие позиции в министерствах, в научной и культурной жизни страны. Можно привести в пример самого богатого человека Венгрии. Это Яс Чани. Характерен его деловой подход к благотворительной деятельности. Он выступает спонсором различных начинаний и вполне мог бы ограничиться разовыми пожертвованиями. Но так поступают все. А Чани организовал фонд для воспитания ясских детей. Этот фонд поддерживает особо одаренных детей. Я очень горжусь, что мальчик из нашей деревни попал в школу, которая находится под эгидой фонда. Здесь начинается еще один сюжет нашего рассказа. Это история надежды и возвращения. Поиски древней родины, без которой не сохранить себя, и радость ее узнавания, выжившей и ни о чем не забывшей Алании. В детстве я искал в библиотеке литературу по истории ясов. А с возрастом человек, как правило, еще больше интересуется своим происхождением, родиной, ищет свои корни. Я внимательно изучаю каждую новую книгу. По-моему, человек не может состояться как личность, если не знает собственную историю, свое происхождение. Я очень горжусь своим ясским происхождением. Все, кто изучает историю Венгрии, знают, что в ней проживает такой народ, который очень сплочен и обладает особыми качествами, которые помогли выжить, пройдя через многие испытания. Это целеустремленность и гибкость, упорство и трудолюбие, развитое самосознание. Я тоже принадлежу к такому сорту людей, которые, если поставят цель, то обязательно ее достигнут, даже если придется временно, под влиянием обстоятельств, отступить. Если я отступаю, то выжидаю удобный момент, чтобы начать новое наступление. Ясские гены, которые сидят во мне, дали возможность подняться до этого уровня. Ясов-банкиров почти нет. Этой профессией занимались в основном горожане, столичные жители. И видите, несмотря на это, мне удалось поднять банк до уровня других. Я горжусь тем, что ясы — очень сплоченное общество. Я и сам такой, начиная с семьи и близкого круга друзей. Очень важно, чтобы человек был верен этим принципам. Ясы всегда подавали в этом пример. И в свое время не только состоятельные ясы, но и неимущие самоотверженно приняли участие в выкупе Ясшага. В истории нет другого такого примера, когда народ выкупал землю, свободу, привилегии.
Это великое событие для всей венгерской истории. К сожалению, оно пока не получило такую известность, которую заслуживает. Я считаю, что политические перемены ускорили наше единение, давая возможность активно развивать свои качества, громко заявить о себе. Ясы получили возможность проявить и реализовать свое национальное самосознание. С этой целью образовалось общество ясов. Они всегда стремились к этому, но раньше не было такой возможности. Как нация, они заявили о себе в новых политических условиях. И я смог организовать специальный ясский фонд, представителем и спонсором которого являюсь. Другой мой фонд организован в поддержку способных детей из малоимущих семей. Этот фонд действует не только в Ясшаге, но и в других местах. Он имеет общегосударственное значение. Мы взяли на себя обязанность поддерживать детей с 10-летнего возраста примерно с 4-5 класса и до окончания университета. Сейчас мы помогаем 84 ученикам. У нас есть специальные детские лагеря отдыха. В этом году было открыто 3 таких лагеря, где дети не только отдыхали, но и занимались полезной деятельностью. Очень надеюсь, что из наших детей вырастут те, кто продолжит мое дело. И тогда уже они будут руководить фондом. Каждого жителя Ясшага интересуют его корни, его происхождение. Именно это подтолкнуло меня к изучению истории Осетии. Меня интересовали наши общие предки – аланы, сарматы, скифы. С помощью интернета я связался с Осетией напрямую, вышел на сайты города Владикавказа и журнала «Дарьял», написал бывшему президенту письмо и получил от него пакет книг. Мой главный труд — перевод нартовского эпоса, который готов к изданию на венгерском языке. Ласло Шелмице познакомил меня с трудами Васо Абаева, и я уже перевел его основные работы. Я перевел еще собрание документов, подготовленное Юрием Гаглойти, и работы других осетинских историков и языковедов. Преподаватель педагогического института Ференц Фаркаш показывает подарки, которые он получил от участников осетинской экспедиции «Виа Аланика», которая была организована Сергеем Тоболовым и побывала у ясов летом 1993 года. Ференц Фаркаш вспоминает о своих впечатлениях и говорит, что эти брошюры и сувениры из Осетии для него бесценны. Четверть века назад в телефонной книге города Язберине Яским назывался только Краеведческий музей. Сейчас уже 60 наименований начинаются со слова «яс». Есть творческое объединение ясских художников. Те ясы, которые уехали отсюда, везде организовывают ясские землячества. Пока не все здесь знают об Осетии Алании. Конечно, образованная публика знает. Если же подойти к простому жителю Ясшага, он может не знать, кто такие осетины. Мы хотим иметь постоянную связь с Осетией. А сейчас приходится ждать, пока однажды в 5-6 лет к нам случайно заблудится кто-нибудь из осетин или кто-то из нас попадет в Осетию. А с тех пор, как мы слышим о конфликтах, которые происходят на Кавказе, многие боятся ехать. Но меня, например, это не остановит. Как только мы узнали об исламе, все собрались на площади и зажгли свечи. Когда мы задались целью организовать ясское общество, первым делом стали спрашивать желающих вступить в него, что они знают о ясах. Оказалось, что знаний мало. И тогда мы решили собрать как можно больше информации, чтобы люди не только назывались ясами, но и знали о себе. Распространяя эту информацию, мы стараемся ответить на главный вопрос. Что это означает в наше время — быть ясом?
найти друг друга, объединиться, взяться за руки. Вот цель нашего общества. Мне очень приятно встретиться с настоящими осетинами, с которыми я еще не встречался. Я никогда не думал, что моя встреча с осетинами произойдет в Будапеште. В прошлом году я был по службе в Азербайджане и впервые увидел Кавказ. Для меня важно, что наши родственники живут там, в нескольких тысячах километров от нас. Кавказ до сих пор объединяет нас, объединяет прошлое и настоящее. Кавказ — это колыбель нашего народа. С любовью хочу поприветствовать осетинский народ, потому что я сам яс. В городской библиотеке персональная выставка ясского художника Берталана Киша. Для ясов, веками живущих на плоской венгерской равнине, горы — это образ духовной родины. Для посвященных зрителей экспозиция начинается с ключевой картины. Это реальный пейзаж. Над селением Яс-Яка-Халма в ясную погоду видны очертания далекой горы. Конечно, это не Кавказ, а намного ближе, в отрогах Карпат. Гора называется Матра. Профессор, который занимается историей аланов, Ясов считает, что вот изображение этой горы как раз говорит о том, что это изображение горы является символом кавказских гор. Очень интересно, что ясы католики, а гуны половцы. Возможно, чудесная сила ясского духа действительно существует. А может быть, все намного проще. Опора ясского самосознания — надежные и самостоятельные хозяева. Такие, как Золтан Фюлеп. Вот и я хозяйствую на собственной земле. Наверное, от своих предков унаследовал этот ген. Конечно, наш образ жизни изменился под влиянием ассимиляции, но, как говорится в пословице, кровь не превращается в воду. На примере нашей семьи это очень хорошо видно. Любовь к природе привела нас сюда, и я очень горжусь этим. Горжусь не только домом и крепким хозяйством, но и тем, что у нас есть независимое спортивное общество, и за последние годы мы завоевали более 50 спортивных наград. То, что мы занимаемся именно лошадьми, это тоже пришло от предков. Мы стараемся приобщить к традициям молодежь. Уже несколько лет подряд проводим специальную работу по воспитанию подрастающего поколения. Не только сажаем их на коней, но обучаем владению луком. Я могу показать, как надо с ним обращаться. У лука удивительная форма. Снаружи кожаная обмотка, и очень важна линия изгиба, которая придает луку упругость. Это современный ясский лук. Стрела деревянная, чаще всего из березы. Наконечник кованый, а на другом конце оперение. Цветная расцветка показывает, до какого расстояния можно натягивать лук. Сидя верхом на коне, яс укладывал стрелы в ряд. Самое важное для ясов — это лук, стрелы и лошадь. Я считаю своим долгом изучать историю ясов и читаю об этом, покупаю все новые книги. Золтан — один из лидеров ясского историко-спортивного движения. Нам повезло, мы попали на ежегодный праздник ясских конников и лучников. Число его участников постоянно растет. Их главная цель — воспитание молодежи через возрождение традиционных видов спорта — наездничество, стрельбы из лука, военно-исторических игр. Одно из условий участия — исторический аланский костюм. Так они представляют своих предков. Многое просто придумано, ведь этим симпатичным аланам недостает информации. Пока они знают лишь то, что издано на венгерском языке. Праздник начинается с показательного соревнования лучников. Вау!
Результаты разные, возраст участников тоже. Но это не беда. Ясская эпопея только начинается. Важно, что здесь готовят и будущих амазонок. Второе действие. Выступление ясского наездника Виктора Буха. Знаменитого тем, что в Германии проскакал по стадиону, стоя на упряжке из 12 коней. А теперь в путь. Нужно проехать через весь Ясшаг. Путешествие занимает почти 2 часа. Наконец мы у цели. Это частный курортный центр с теплыми минеральными источниками. Гостям преподносят почетные бокалы. Звучит приветствие и ответный тост. Most ebben az évben harmadszor tettük meg ezt a túrát, és el kell mondanom nektek, hogy köszönet a Nyíri Lajosnak és Fülöp Zolinak, mert az ő ötletük volt. Лаеш Нири будто вчера приехал из Осетии. Он один из хозяев здешних мест. Знакомясь, он говорит: мы давно смешались с венграми, но все еще поступаем по-другому. Это правда. Венгры не собираются вокруг котла с говядиной. И гуляшем венгры называют совсем другое блюдо. И не рассаживаются за длинными столами. Только все это немного грустно. Никто здесь не может объяснить, почему его сюда тянет. Почему он поступает именно так. Что думают о себе сами жители Ясшага? Кем считают себя? Оказалось, ответы могут быть разными. Я яс. Это непростой вопрос. Я никогда не задумывался над этим. И, наверное, доминирует венгерское начало. Я все-таки горжусь, что я венгр. Кем я себя ощущаю? Этот вопрос я впервые задал себе в 16-летнем возрасте. В то время в Яздаже велись раскопки могильника, и там работали мои друзья. Я попросил их что-нибудь принести оттуда, какой-нибудь предмет от древних ясов. Они принесли костяной обломок. Я сплел браслет, чтобы носить на нем костяшку. В школе меня сторонились из-за этого, но сам я гордился древней вещью. Я мог отличаться от остальных, подчеркивая свою принадлежность к ясам. С детства от родителей я часто слышал, что ясы — упорный, добросовестный и трудолюбивый народ. Я всегда эти качества примерял на себя. Когда в 16-летнем возрасте наступило взросление, я написал стихотворение, главной темой которого было мое ясское самосознание. Я показал стихи только самым близким друзьям. Потом наступил период, когда я стал заниматься общественными делами. Настало время выбрать, кто же я, яс или венгр. И когда мы стали строить свой дом, его стены я украсил рисунком, восточным орнаментом. Может, это не совсем ясский, а скорее финно-угорский знак.
Но ведь дело в нашем отношении. Я и в религиозном смысле взял восточное направление, и даже не христианское, чтобы не следовать западной культуре. Этим я подчеркивал свое восточное происхождение. Большое впечатление на меня произвел фильм о Чингисхане. Он стал примером человека, пришедшего с Востока. Человека, который может выстоять среди жизненных невзгод, который готов умереть за интересы общества. В этом фильме я увидел и прочувствовал природу восточного человека, который пришел из степей, где жили мои предки. Я очень часто выезжаю за околицу, туда, где равнина, степь, и там вдали обязательно ищу место, откуда видны очертания гор. Я ощущаю себя ясом больше, чем венгром, потому что ясская первозданность сохраняется. Я верю, что даже помимо нашей воли, в наших генах, в наших обычаях сохранилось подлинное ясское начало, которое мы стараемся сберечь и передать следующим поколениям. Я верю и в то, что это наследие можно передать через века, почерпнуть из прошлого, потому что генетически, а также по своим духовным и социальным понятиям мы остаемся ясами. Jász vagyok. Jászasszony vagyok. Jászasszony vagyok. Én Jász vagyok. Jászasszony vagyok. Jászasszony vagyok. Jász vagyok.